Минтранс положительно оценил работу республики по развитию внутренних авиаперевозок. Практически все воздушные рейсы в регионе субсидируются. Вопросы сохранения малой авиации в северных регионах обсудили представители министерства и ведомств с сенаторами в рамках выездного совещания. Модератором встречи стал сенатор от Коми Дмитрий Шатохин. В Ухте гости ознакомились с работой местного аэропорта, обновленного по программе сотрудничества с компанией «Газпром». Инвестиционную привлекательность объекту должны добавить изменения в госпрограмму субсидирования региональных перевозок. В данном случае будет включен перечень маршрутов из 138 единиц, по которым исключительно будет осуществлять перевозки отечественной техники. То есть это отечественные воздушные суда, суперджеты, Л-410. Непосредственно из Ухты планируется 4 маршрута. Значит, Екатеринбург, Сочи, Советский и Симферополь. Обсудили вопрос субсидирования внутрирегиональных авиарейсов на севере. По расстояниям и затратам местные авиаперевозки сопоставимы с межрегиональными. Не всем субъектам такие расходы под силу из-за, как правило, убыточности. Представитель Минтранса России отметил, правила межбюджетных трансфертов субъекту на такие перевозки разработано. Документ на рассмотрение Минвостока, после чего будет предложен к бюджетному финансированию. Там очень большой блок преференций, начиная от обнуления налоговых ставок, предоставления земельных участков, имущества, которое есть сегодня. И самое главное, транспортная инфраструктура не только дорожная, но и транспортная инфраструктура авиа и речное и морское сообщение. Поэтому вот как раз сегодня тот блок пакетов по Арктике, который принят, это еще не полностью совершенствованный, он не усовершенствованный. И это предстоит еще нам сделать в процессе того, когда бизнес начнет ходить. При том, что очень важно, сегодня блок законов по Арктике – это не только для крупного бизнеса, нефть, газ и так далее. Это и для мелкого бизнеса, который собирается заниматься развитием социальных вопросов на территории.